разница в способе выборов нынешнего парламента и того первого парламента есть. И она заключается в том, что законодательная база была другая. Там квотная система была введена по договоренности, избирались, парламент состоял из 65 человек, 28 абхазской национальности, 26 грузинской национальности и 11 человек всех остальных. Но грузины согласились на это только потому, что они рассчитывали, что вот эти 11 человек, которые будут состоять из русских, греков, армян и других, это проникнут к ним. Поэтому они дали согласие с легкостью, и значит, получилось, да. И поэтому выборы в абхазских округах проходили легко. Я, например, свою кандидатуру не выдвигал, меня просто назвали. Вот эти товарищи, которые военговоры руководили, значит, они по Абхазии были составлены списки с участием районов, городов. Мой кандидат, да, и они, значит, так сказать, представили людей, которых хотели бы они видеть в парламенте. Ну, конечно, надо было встречаться с людьми, надо было проходить всю эту процедуру. Если ты у себя в районе ничего не представлял или вообще тебя не знали, люди бы, даже несмотря на рекомендации Айдылара, могли не проголосовать. Тогда ситуация была очень напряженная политически, поэтому все были политиками. Кстати, эта тенденция продолжается. И сегодня тоже все политики. От чего бывает иногда страшно. Чересчур. Вот поэтому сформировался тот коллектив парламента, те депутаты попали в парламент, те люди, которые были очень нужны действительно. И, значит, я помню даже одного человека там выдвигали, спрашивают, почему он, Владислав Григорьевич захотел видеть его тогда проголосуем. Люди снимали свои кандидатуры, выдвижение шло, снимали свои кандидатуры для того, чтобы прошли представители Айдылара. Было такое дело. Да. Хочу сказать, что авторитет и уважение, почитание Владислава Григорьевича были настолько высоки в народе, что одно его слово, даже люди, которые его не видели, не знают, видели где-то по телевидению, они готовы были за него, что называется, на смерть пойти. Это и подтвердилось дальше в тех действиях, которые после начала вот этой войны, значит, у нас произошли. Знаете, конечно, разница между тем временем и настоящим, это уже больше 30 лет прошло, есть. Но объединяющий, единственное объединяющим для, если вот так говорить образно, парламенты того периода и этого, остаются национальные интересы в Абхазии. Ну, какие будут национальные интересы? Как они определяются? Чем национальные интересы? Это, значит, несколько составляющих, важнейшими из которых, я считаю, например, положение Абхазии, значит, вот, как бы сказать, в политической системе, той геополитической системе положение Абхазии. Вот где находится Абхазия, какие вызовы она, значит, вот эта ситуация создает для Абхазии. И второй составляющий момент – это вот опыт вековой борьбы абхазского народа за свое выживание. Вот этот опыт, он подсказывает, какие вещи нужно делать для того, чтобы дальше продолжать, потому что опыт уже большой накоплен. Какие приоритеты были? Это сохранение национальной идентичности своей. Это язык, о котором здесь уже говорилось, что без языка нет национальности вообще, так сказать. Поэтому язык играл, конечно, важнейшую роль и тогда, и сейчас продолжает играть. Безопасность тогда в числе приоритетов стоял вопрос о выходе из состава Грузии. И, конечно, в идеале достижение, получения независимости. Это было главным приоритетом тогда. Сегодня приоритеты стоят, мы уже независимое государство. Сегодня приоритеты, то, что касается национальной идентичности, остаются. Они в той же системе координат, что называется, занимает важнейшее место. Тем более, учитывая наше
демографическое состояние. А что касается других, значит, вопросов, главных вопросов для нас, это обеспечение безопасности, это сохранение, значит, и укрепление суверенитета, полученного нами, значит, от других государств. Вот этот суверенитет, значит, сейчас, когда, я просто тезисно говорю, когда развиваются наши отношения с нашим союзником, единственным союзником, это нужно признать, он единственный такой, в таком качестве, в каком находится эта Российская Федерация, мы проходим интеграционные процессы. Это неизбежно, поскольку, так сказать, наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, помощи, и мы видим, какую поддержку они нам оказывают. Вот эта интеграция, это сближение, так сказать, с одной стороны, должен быть баланс с сохранением своего вот этого суверенитета, для того, чтобы, значит, вот опасения высказывают, что мы растворимся там в Российской Федерации, в составе России и прочее. Уважаемые, нам много раз руководство России дает понять, что нет задачи такой растворить Абхазию в составе России. Но есть опасения того, что, так сказать, вот это сближение, оно, значит, сократит каким-то образом наш суверенитет, убавит нашу самостоятельность. Тем более, что мы экономически не самостоятельны, абсолютно не самостоятельны. Слава Богу, сейчас Россия все, что делает, вот вчерашняя, значит, встреча с Бегловым, там другие, значит, вот эти российские регионы приезжают сюда, делают огромную, значит, помощь, оказывают, делают все для того, чтобы нам открыто было сказано, что мы хотим сделать так, чтобы ваша экономика выросла, и чтобы она самодостаточной стала. Это наша цель, и наша цель тоже. Поэтому стремиться к этому надо. Каким образом это? Только, так сказать, вот в этом интеграционном процессе, только, значит, инвестиции, они очень нужны, но те опасения, которые высказывали оппозиционные силы у нас и другие люди, они, конечно, существуют. В нынешнем мире вы прекрасно понимаете, что возможно бизнесом, каким-то крупным бездумным бизнесом задушить экономику вообще. Такой маленькой страны. Но я думаю, такой задачи сейчас Россия не ставит перед собой. Поэтому, конечно, значит, надо таким образом рассчитывать все, чтобы, значит, наибольшая польза была бы и нам, и инвестору. Никакой сумасшедший инвестор не придет и не отдаст просто деньги. Это надо понимать. Это бизнес. Главная его задача – заработать деньги. Вторая задача – это которую ему навяжут, это оказать помощь, сделать так, чтобы и та территория, на которой он присутствует, работает, получил право работать, а право получить работу на нашей земле, это должно быть вообще, так сказать, орден надо давать, потому что такие у нас условия. Я думаю, что перед парламентом именно сложные задачи стоят в этом отношении. Конечно, бояться всего и ничего не делать, это означает вообще, так сказать, застопорить развитие страны. От парламента очень много зависит. Сейчас я не могу сказать, какие там, мы можем только предполагать и говорить о том, что вот там такие-то должны быть, такие-то должны быть, там представители всех профессий. Нет, конечно, этого никогда просто не случится, поскольку наше законодательство, значит, выборное законодательство позволяет участвовать в выборах всему взрослому населению, не лишенному избирательных прав. Поэтому мы сейчас, например, ограничить каким-то образом не можем. Но если мы перейдем на пропорциональную систему через, значит, партийную систему выборов, к чему я склонен призывать людей, у нас ситуация несколько может измениться. Партийная система, она позволяет партиям готовить людей
Вот то, о чем мы говорим, какие они должны быть государственные, какие они умные, какие они должны быть. Вот эта партия как раз... Кто мешает? А? Кто мешает готовить? Ну, слушай, Я извиняюсь. ты вот всегда мешал и сейчас мешаешь. Готовит, она готовит программу, они, партии, готовят программу. Народ, так сказать, имеет возможность рассмотреть это, изучить, значит, и мне кажется, что эта система, она более прозрачная, более надежная в смысле вот этих, значит, а сейчас вот проходят как? Ну, будем откровенны. Кто больше вложил, тот может стать этим. Вот говорим, что нужно сделать все. А каким образом сделать? Нас, не изменив законодательство, ничего не поменяем.